Все, доброе утро. Собрался уже. Едем дальше. Сейчас подъемчик. Вроде как. Настроение хорошее, боевое. Почти. Все выше, выше, выше. Какой-то комбинат проезжаю. Там привкус железа в носу теперь. Нифига у меня сил нет. От этих фруктов все равно живот только забиваешь, а толку от этого нет. Ну очищаешь, да. Но это надо отдыхать, не ездить. В дороге это плохой вариант. Если орехов только сейчас взять где-нибудь. Да их не везде найдешь ты тоже. Проще нянг-тяо, лапши найти или с рисом. Да, есть хочу. Сейчас посмотрим в ближайшем селении, что есть. Не, все-таки не утерпел, короче. Заказал риса. Риса поел. Как раз загрузил серии и зарядил ноут. Сейчас поеду дальше. Что-то сегодня сил нет как-то. Но поел, сейчас получше стало, прям бодрячком. Вот, девки хотят сфоткаться. Красавицы там едут за мной. Что-то смеются, как всегда. Чего хотят, не знаю. Бог поймешь эту девичью душу. Эх, вечная загадка. Все еще, вся жизнь еще впереди разгадывать. Вот контрразведка настоящая. Знали, кого посылать надо к Шалшуреже. Обгоняют, останавливаются. Обгоняют, останавливаются. Ну вообще слежка. Слежка конкретная. Ога. Да. Оросы. Ага. Окей. Все, они узнали, что я у Росы. Значит, говорит, все пучком. Давай, тоже. Ну все, девочкам счастье подарил, давай. Все, молодцы, красавицы. Хавал, давай. Фоткайте его. Давай. Что там? Давай. О, все, сеси. Ой, взял бы кто-нибудь переночевать. Ога. Чэнду? Чэнду еду. Кто-нибудь переночевать бы меня лучше пригласил бы, да? Вот, ладно, сеси, девчонки. Бай-бай. И снова затарил фрукты здесь. На ночь. Сейчас ночевку уже искать надо. Смотрим. Оу, hello! За мной еще тут хвост. Ну все, испугались камеры, разведка боится камер. Сейчас места посмотрим. Что тут есть?
О, ништяк вообще. Уже площадку нашел. Только слишком близко к дороге. Там что? Ночью, конечно, трасса вымирает. Вообще почти никто не ездит. Да, вообще здорово. Зелень тут. Вот сюда я и приду. И тут мокро. А, здесь мокро. Это бог с ним. Вот и 514 день кочевья подходит к концу. Сегодня проехал всего 50 километров. Немного. Поздно проснулся. Но это я отыгрался за вчерашнюю. Потому что вчера я проехал 120. Соответственно, больше спал, больше отдыхал. Все-таки сон — это восстановление. Ой. Завтра уже выйду на трассу G108. Капец, волосы грязные. На G108 вот такие вот дела. Спать, отдыхать. Всего доброе утро. Солнце светит. Дорога зовет. Заехал сейчас с утра лапшички поесть. Вон, красавица моя. Принцесски. Сразу бежали. Что-то я проголодался вообще. Сегодня еще ехать. Ну, пришли. Сейчас будут бегать. Вот, дождик закапал. Крупные тучки все-таки доходят. По кайфу, я дождик хочу. Не сильный, но такой освежающий. Все, я выезжаю к G108 трассе, сливаюсь с ней снова спустя там сколько? 200 километров. Сразу же подъемчик. Ого! Вот сколько я шелковицы нашел. Вот значит, где шелк делают. Тут его шелкопряд-то где работает. 100 лет не ел шелковицу. Обалдеть. Все, завис я здесь. Ребята, китайцы уж простите. Дорвался Никитка до ягодок. Такие здоровые. О, вкуснятина, объелся. О, хозяйка идет. Теперь и не отмажешься, что не кушал ягоды. Но здесь добрые люди. Сей-се, спасибо. Пуще, говорит. Ага. Можно еще, да, поесть. Ну давайте. Попробую. Оба! Через канавку. Во. Шелк. Как будет по-китайски? Они шелк делают, да, здесь? Ща. Ща. У меня же есть словарик. Не понимаю. Вроде да, сдают куда-то. Где-то шелк делать. Может шелка взять, чуваш. Делать шелковый путь. Бело-шелковый путь.
Все, наелся, надо дальше ехать. Тут хорошо, тут можно жить. Хватит провизии. Ладно, се-се. Се-се. Пусе. 不是，你不懂你们外援，你们那是外援。 На Чанду. Туда. Цинхай. Кукунор озеро. Далеко. Ага. Да. Туда. Оросы. 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 Да. Шелковицы так много стало. И бананы вон чуть-чуть появляются. Теплое ущелье здесь. Теплое. Да, бананы снова пошли. Мало, но есть уже. А то их вообще не было, пропали. Эх, блин, смотришь, вот это хайвей идет рядом, но он вообще без подъемов, он прям по самой реке идет. А тебе приходится вот в каждый холмик сейчас собирать, сейчас туда, потом уже выматывает. Нет, поглядываешь на хайвей. Но там быстро завернут, толком не получится поездить. Но было бы здорово. Снова взял этого фрукта. Эриобот, мне как подсказали там в комментариях. Тут его много, он растет. Целые сады. Я, конечно, могу пойти сорвать. Но я как от уважения к местным купил. Стоит килограмм. Вышел мне в 13 юань. Но он вкусный очень, сочный. Да еще где я его попробую. Сейчас дорога спустилась в широкое ущелье. И до Сичана, город, ближайший город большой, до него вот по такому широкому ущелью буду ехать. Ну хоть горочек сейчас таких не будет. Как там. Там узкое ущелье, для дороги места нет, а она все по холмам давай идет. Вот здесь клубничку продают. Нихао! А? Нихао! А доча? Не, подожди. Так, подожди. Вот это 6, да? А? Это 6? Сейчас, напиши. Сейчас, подожди. Вот это доча. Сколько? А? Сколько доча? 8块钱。 Панква? 8块钱。 Это 6 же, да, панква? Вот раз и два. 8块。中多8块钱。 А, 8. Пага. 8块钱。 Пага. 要不？ Давай. 我跟你说，怎么样的8块？这个样的。 Ока, давай вот эту клубнички попробую. 给你找几个？ Ока, 拿口袋找几个？ давай вот эту. 啊。 Попробуем. Сезон откроем, хотя еще март только. 拿口袋找几个？ Давай. Хорошо, сюда. 你把整到。
Давай, держать. Оп. Оп, давай. Оп. Отлично. Так, сейчас. Пада. Ну все, на 7 вышло, на 7 юань всего вот это вот. Тут килограммчик почти, ну чуть меньше, наверное. Вот так вот. А у нас только когда? В июне, да? Самое ближайшее в июне покушают. А здесь уже все есть. Все, сеся. Сеся. Я сейчас вот к продавцам начал только к мужикам подъезжать. Женщины какие-то ушловатые, по крайней мере, мне так кажется. Именно здесь. Мужики как-то добрее, особенно вот дедули. Приятней, по крайней мере, общаться с ними. А женщины какие-то хитрыми кажутся мне. Кажется, как будто надуть хочет. Надеюсь, мне это кажется. Мне так нравится смотреть на работу ветряков. Такие высокие гиганты. А сблизи он шумный. Вдали-то не кажется, а шумит, тут лопасти крутятся. Как воздух разрезает, слышно. Самый враг в дороге — это усталость. Вот сейчас вот я утомился, вот пока искал какую-то лапшички поесть. Велик поставил, он упал. Поспешил просто, не проконтролировал угол наклона земли относительно велосипеда. Я его оставил так, жук, и пошел, а он упал. Хорошо здесь шлем я вот сбоку поставил. Там, ну вот все-таки у меня, он как защищает. Вот. Вот я спешу, норма как бы 100, да, но в горах 100 это тяжело. Сегодня я большую часть на подъем ехал. Проехал 80 всего, но я уже утомился и спешу поэтому. А когда утомляешься, говорю, просто становишься рассеянным, вещи можешь потерять. Я вот сейчас уронил велосипед, и фонарик у меня, крепление фонаря сломалось. Вон там, я его наперед поставил. Сейчас придется изолентой заклеивать, но он не сломался, работает. Вот. Слова, что тут говорить? Во, красавцы. Шумят, как слышно. Вот дом свой построю, во дворе такой же поставлю. Там их много, здесь вот ущелье, ветра, видимо, как в этой. По ущелью прям на север дует. Мне попутно, я вообще здорово. Капец, вот вся долина ветряков. Фух, там. Вот молодцы китайцы, вот молодцы. Прям глаз радуется. Ну, сейчас поел, тут остановился. Сейчас на ночевку уже надо ехать. Капец, я вымотался вообще. Рассеянный какой-то. Нашел здесь местечко в самом низу. Пришлось к реке спуститься окольными путями. Сейчас буду палаточку ставить. Самое главное, самое важное — хороший сон.
Поэтому к подбору места для ночлега нужно подойти тщательно. Никто не мешал. А завтра это завтра. Да. Все, расположился, расстелился, помылся из бутылки бодрячком. Сейчас еще серию клепать. Сегодня проехал 90 километров, но что-то мне тяжко дались эти 90 километров. Фу, все, спать, отдыхать.